Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что гражданские отрасли и отечественной экономики за прошлый год значительно нарастили производство. Объемы ввода жилья впервые в современной истории нашей страны превысили 100 миллионов квадратных метров. Сегодня мы поговорим о комплексном развитии территорий у нас в республике. Гость студии Павел Колотчанов, министр строительства Республики Саха-Якутия. Павел Павлович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Расскажите о комплексном развитии территорий, как проходит процесс подготовки и реализации строительства новых кварталов. В конце 2020 года федеральным законом внесены изменения в градостроительный кодекс и появилось понятие комплексного развития территории. В течение 2021 года мы работали над тем, чтобы подготовить нормативно-правовые акты, чтобы этот закон в Республике Саха-Якутия полноценно работал. И в августе 2021 года принято положение о комплексном развитии территории, которое послужило основой начала реализации таких проектов в Республике Саха-Якутия. Основой для принятия решения о комплексном развитии территории является разработка мастер-плана, который разрабатывает, в нашем случае, застройщик. Да. Данный мастер-план является результатом комплексной проработки, градостроительной проработки территорий. Да, и основная цель — это повышение качества жизни населения, именно проживающего на этой территории, и в первую очередь решение проблем с ветхим аварийным жильем. Помимо этого, с решением вопросов социальных задач в части доступности и наличия социальной инфраструктуры, это школы, больницы, поликлиники. Разработка мастер-плана подлежит согласованию с Минстроем, да, после этого утверждается управлением архитектуры, после этого размещается на официальном сайте и ведется работа с гражданами, которые проживают на территории, данной территории, по которой планируется принятие решения о комплексном развитии территории, по домам, которые не подпадают под понятие ветхое и аварийное. Да, там они могут принять решение о том, что участвуют они в этом комплексном развитии территории, либо не участвуют, проводят собрание собственников жилья. И после этого, если есть необходимость, мастер-план подлежит корректировке. Если у нас все многоквартирные дома, все здания соответствуют установленным критериям, да, там ветхие, аварийные, то уже мастер-план вносится на правительственную комиссию под руководством Кирилла Евгеньевича Бычкова, заместителя председателя правительства, рассматривается. Если получает одобрение на этой комиссии, то принимается решение правительства о развитии территории. Угу. Вот вы сказали уже о строительстве школ, детских садов, а вообще какие социальные вопросы помогает решать данный закон? У нас полностью идет синхронизация жилищной застройки с потребностями в социальной инфраструктуре. Да, мы предусматриваем в данных проектах, в мастер-планах именно необходимое количество учебных заведений, дошкольных учреждений. Если есть необходимость, то и мощности по объектам здравоохранения. Угу. Вот сколько квартальных застроек сейчас в республике и в чем отличие такого строительства вообще в целом? То у нас на сегодняшний день реализуется достаточное количество крупных квартальных застроек. Да, у всех на слуху микрорайон «Звездный». Да, это масштабный инвестпроект, инициатор проекта Республиканское ипотечное агентство. В целом мы должны построить 30 многоквартирных домов площадью порядка 265 тысяч квадратных метров. Сегодня проект реализуется по этапам, и первый этап у нас в ближайший месяц уже будет введен, это 7 многоквартирных домов. Сегодня РИА уже строит 10 многоквартирных домов. За бюджетирование строительства детского сада, школы на 990 мест и поликлиники на 600 посещений сменно. Помимо этого еще будет строительство спортивного объекта, это крытого катка. Вот то, что мы работаем по звездам. Следующий проект — это у нас квартальная застройка «Квартал Р» в городе Нерингри, инициатор компания «Колмар». Да, порядка 100 тысяч квадратных метров. Наша задача в первом этапе до конца 2024 года построить 16 многоквартирных домов, 59 тысяч квадратных метров. Вторым этапом подразумевается строительство оставшихся многоквартирных домов, 10, и развитие социальной инфраструктуры. Помимо этого у нас есть проекты по застройке территории речного порта, да, городом Якутском. В сентябре прошлого года принято решение КРТ, да, и заключен договор с ООО «Речной порт» по застройке территории речного порта. Там планируется порядка 360 тысяч квадратных метров, школа, 1100 мест, детские садики, соответствующая социальная инфраструктура. Помимо этого еще прорабатывается ряд других проектов, которые очень нужны для территории города, и республики в целом.
Действительно очень крупный проект. А вот расскажите о планах застройки 17-го квартала нового микрорайона «Спортивный». Вот. Что предусмотрено в плане, ну и когда начнется строительство? Ну, вот, испокон веков территория 17-го квартала у нас всегда характеризовалась наличием многоквартирных домов, деревянных, да, достаточных, ну, с достаточным уровнем износа, достаточное количество аварийных домов. А сегодня уже принято решение правительства о комплексном развитии территории данных кварталов. Микрорайон называется «Спортивный». В рамках данного проекта планируется ликвидация 86 тысяч квадратных аварийного жилья, которое уже признано таковым, это 151 многоквартирный дом. А в целом планируется застройка порядка 320 тысяч квадратных метров. Да, это достаточное количество многоквартирных домов. И помимо этого будет строительство социальных объектов. Это 2 школы на 550 учащихся, это детский сад с дополнительными группами на первых этажах многоквартирных домов 760 мест, многофункциональный спортивный комплекс. Да, вот такие планы у нас стоят, и глава Республики Саха-Якутия четко поставил задачу, чтобы мы уже КРТ начали реализовывать уже начиная с текущего года. Мгм. Мы на сегодняшний день задачу эту понимаем, да, понимаем, каким образом это реализовывать, и сейчас идет активная работа для того, чтобы в этом году обеспечить все подготовительные работы. Это подготовка земельных участков, это расселение под объектами, которые в первую очередь попали под застройку, да, это социальный объект, это ряд многоквартирных домов, и со следующего года у нас уже должна пойти активная фаза по строительству многоквартирных домов. По социальным объектам глава ставит задачу, чтобы мы уже в этом году начали работу. Мгм. То есть можно смело сказать, что в ближайшие годы у нас появится полноценный новый микрорайон, достаточно крупный. Вот, а какими должны быть оптимальные сроки для расселения граждан вот, освобождаемых жилых помещений? Какие виды возмещения могут быть предоставлены при расселении? Здесь закон о КРТ, да, он позволяет нам сбалансировать интересы собственников и застройщиков. Да, вот если ранее действующие механизмы, там, договора развития застроенной территории, да, ну, были случаи, когда собственники злоупотребляли своим положением, да, на сегодняшний день закон о КРТ, он позволяет более в быстрые сроки решать вопросы с собственниками жилья, которые по тем или иным причинам не хотят расселяться, либо выставляют неподъемные для застройщиков условия. И в этой части по срокам оно сокращено. Способы расселения, они у нас традиционные. Да. Если это собственник, он может получить компенсацию за свое жилое помещение по оценочной стоимости, либо может получить жилье на вторичном, либо на первичном рынке. Вот такие механизмы есть, они сегодня особо не поменялись, поэтому по традиционной схеме будем работать. Мгм. Вот помимо нынешних застроек, какие проекты по комплексному развитию территории планируется реализовать в ближайшие годы? Вот вы уже сказали о квартале «Спортивный». На сегодняшний день у нас в проработке тоже республиканским ипотечным агентством застройка квартала озера. Это у нас территория 86-го, 93-го, 94-го квартала. Но те, кто живут в городе Якутске, это прилегающая территория к озеру Сайсара со стороны Лермонтова. Да, там тоже достаточное количество многоквартирного деревянного жилья, двухэтажные дома. Порядка 50 тысяч квадратных метров уже аварийного жилья там признано, да, более 80 многоквартирных домов, да, и мы уже планируем в течение второго квартала такое решение принять на уровне республики и уже прорабатывать вопрос именно непосредственно практической реализации. Помимо этого, окружной администрацией города Якутска прорабатывается вопрос о инициации КРТ и принятии решения КРТ на своем уровне, да, в отношении 55-го квартала, 56-го квартала. Как минимум 3 проекта они сегодня в проработке ведутся. Поэтому работа, она идет, продолжается и останавливаться не будет. Мгм. А вот при разработке мастер-планов, да, подразумевается строительство большого количества многоэтажных домов или как-то учитываются какие-то, может быть, проекты, связанные с архитектурой города? Вот эти вопросы как прорабатываются? В целом у нас по городу Якутску разработан мастер-план, да, и общий мастер-план по городу Якутску, общая архитектурная концепция, да, общий градостроительный облик, да, зонально по территориям все уже распределено, где что будет, да, и мастер-план именно КРТ, он должен быть синхронизирован, да, или даже быть составной частью общего мастер-плана города Якутска. В этой части, когда рассматривается вопрос там, на правительственной комиссии, да, когда
проходят процедуры согласования в Министерстве строительства, в Управлении архитектуры, да, при главе Республики Саха-Якутия. Вот эти моменты все учитываются. И в целом концепция общая по городу Якутску, она должна сохраняться и будет сохраняться при разработке детальных. Какие задачи и планы по строительству жилья вообще стоят перед министерством на сегодня? Но в целом, по итогам прошлого года у нас ввод жилья по Республике Саха-Якутия составил 584 тысячи квадратных метров. Да, сегодня задача стоит нарастить эти объемы ввода жилья, да, и поставить, обеспечить ввод рекордных 650 тысяч квадратных метров жилья. До 30 года эта цифра должна увеличиться до 850 тысяч. И мы понимаем то, что сегодня отдельными точечными проектами, да, застройки, да, мы с этой задачей не справимся, поэтому мы делаем упор на большие квартальные застройки, которые можно будет синхронизировать с новыми инструментами КРТ, с новым инфраструктурным меню, которое принято на уровне правительства Российской Федерации. Да, и видим то, что именно при реализации таких комплексных больших проектов мы с этой задачей справимся. Но относительно жилья еще у нас реализуется масштабная программа по переселению граждан с аварийного жилищного фонда. Мы эту программу не останавливаем, наоборот, наращиваем и в какой-то части ведем работу, чтобы она опережающая шла на территории Республики Саха-Якутия, и где-то осознанно берем перед Федерацией повышенные обязательства, чтобы как можно больше квадратных метров и в короткие сроки расселять именно по этой программе, чтобы наши жители Республики Саха-Якутия поскорее выезжали с аварийного жилья. А вот как вы считаете, вот такие комплексные застройки, они скажутся на стоимости квадратного метра вообще в целом? И как скажутся? Есть, может быть, прогнозы? В целом, при комплексной застройке у государства есть механизм поддержки, да, по инфраструктурному обеспечению. Да, если мы говорим про комплексную застройку квартала Звездный, да, то в части инфраструктурного обеспечения это сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, они решаются в том числе за счет государственных средств. Да. По кварталу спортивный мы тоже ведем работу на то, чтобы эти затраты, да, переложить, взять на себя Республика Саха-Якутия, да, и глава республики Александр Сергеевич Николаев это четко понимает и ставит задачу, чтобы помимо того, чтобы была большая квартальная застройка, была еще доступность. По крайней мере, мы должны сдержать тот рост цен, который у нас сегодня идет. Да, мы не говорим о том, что у нас будет понижение, да, мы, по крайней мере, должны его удерживать, и он не должен быть таким, как он идет везде. Поэтому именно комплексная застройка, она позволяет нам решать в том числе такие задачи в части сдерживания стоимости. Павел Павлович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Мы желаем реализации всех проектов и будем следить за комплексным развитием нашего города. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале. Всего доброго.